Вячеслав Гайзер сегодня вручил юбилейные медали к 70-летию победы в Великой Отечественной войне ветеранам села Выльгар Сыктывдинского района. Глава Коми поздравил их с наступающим праздником и поблагодарил за вклад в Великую Победу. А накануне руководитель региона навестил тружеников тыла и села Визинга. Елена Кононова расскажет об этом. Визит высокого гостя ветерана Великой Отечественной Капиталину Старцеву немного смутил. Потому с гостями общалась в основном ее дочь. Говорит, мама в свои 80 еще молодым фору даст. Она сама заносит в дом дрова и воду, работает в огороде. Хочу поздравить вас с большим событием и вручить, исполнить почетную миссию, вручить вам государственную награду, медаль 70 лет победы в Великой Отечественной войне. В этом доме сразу два ветерана Великой Отечественной. Степан Алексеевич трудился в совхозе, Раиса Михайловна в 15 лет стала налоговым агентом. Дважды в месяц она без сопровождения ходила в соседнее село, чтобы собрать деньги. 17 километров пешком. Тогда только один раз в неделю ездил почта. А туда еще попадешь ли, еще возьмут ли? Да пешком, да одна, да боюсь. А господи, волки если, или и шишили. А господи. Клавдия Туева, жительница Выльгарта, в годы войны тоже прошла через тяготы и лишения. В те годы она жила в Мариэл. С весны до осени трудилась на полях, зимой на сплаве. Когда чуть подросла, пересела на трактор. Ой, все работала в лесу, и окопы копала, и впоследствии, что и 3 года на тракторе работала. Магнитой, карбюратор. Свечи, колечек, и вал, все знаю, все. Руководитель региона нашел теплые слова для каждого ветерана. Благодарил за победу, за тяжелый труд в годы войны и за главное достижение всех фронтовиков – мирное небо над головой. Елена Кононова, Николай Богданов, телеканал Юрган. К 70-летию Победы в республике отремонтируют все мемориалы «Вечный огонь». Об этом на совещании в Министерстве культуры страны сообщила заместитель руководителя представительства Коми при президенте России Людмила Андреева. Сегодня в регионе действуют 3 комплекса «Вечный огонь» в Сыктывкаре, Ухте и Печоре. Сейчас изготавливают новую бронзовую чашу для столичного комплекса. В Ухте до мая выполнят работы по облицовке черным гранитом тумб мемориала, а уже летом осуществят пескоструйную обработку стел памятника. Памятник в Печоре привели в порядок еще в прошлом году, заменили плиты, дополнили их количество в связи с вновь установленными фамилиями погибших, выполнили работы по облицовке стены памяти и постамента скульптуры. Так что ко Дню Победы понадобится только покраска трибуны. Вопрос с ремонтом комплексов на контроле у правительства республики.